Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как мужчина, лишенный водительских прав, полгода ездил за рулем. За что лишили, все когда? отлично у меня, все отлично, все. А машину эвакуируют, и это тоже все отлично, да? Ну, не проблема. И как его раскусили. Пенсионерка попала под колеса автобуса, переходя дорогу по пешеходному переходу. Должна была мне пропустить, потом проехать. Почему водитель общественного транспорта считает виноватой в произошедшем ее саму? А также крупная авария на улице Читаева. Это сюда уже приезжал почти. Он его догнал. Вылетевшая с дороги иномарка едва не врезалась в группу пешеходов. Это и не только прямо сейчас. Ездил за рулем, не имея на то прав. Сегодня автоинспекторы на улице Академика Арбузова остановили «Ладу Гранта» для проверки документов. Поведение водителя стражи порядка насторожило и проверили его более тщательно. Быстро выяснилось, что нервничал мужчина не зря. Оказалось, что он был лишен прав, и водительское удостоверение он должен был сдать в ГИБДД еще в декабре минувшего года. Нафиса Минязова продолжит. За что лишили, все когда? отлично у меня, все отлично, все. А машину эвакуируют, и это тоже все отлично, да? Ну, не проблема. Как ни странно, у водителя «Лады Гранта» было хорошее настроение, даже несмотря на то, что он ездил за рулем, не имея на то прав. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на улице Академика Арбузова для рядовой проверки документов. И когда дело дошло до водительского удостоверения, выяснилось, что сдавать его мужчина должен был почти полгода назад. В декабре минувшего года 31-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» попался за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда его лишили права управлять автомобилем, однако документ он сдавать не спешил и ездил за рулем по сегодняшний день. За это время автомобиль ни разу не останавливали. Автоинспекторы периодически приходят домой к тем, кто не спешит сдавать права. Но до этого мужчины, видимо, пока не дошли. Срок лишения начинает исчисляться с момента сдачи прав в автоинспекцию, то есть с этого дня. А так как за руль он садиться права не имел, его автомобиль забрали на штрафстоянку. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Сел за руль нетрезвым. В этом заподозрили автоинспекторы водителя автомобиля Ford Fiesta. Ранним утром его остановили на улице Магистральная для проверки документов. Сильный запах алкоголя и нервное поведение сидевшего за рулем мужчины стали поводом для сомнений. Отказываться от проверки на алкотестере водитель не стал. Прибор показал 0,18 миллиграммов чистого алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Допустимая норма 0,16. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сейчас мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. Заниженный ВАЗ не обрадовал полицейских глаз. Накануне автоинспекторы остановили «Ладу» 10-й модели для проверки документов и не смогли не обратить внимания на искусственно заниженный клиренс. В ходе проверки сотрудники также обнаружили, что у водителя более 9 просроченных штрафов. Автомобиль нарушителя забрали на штрафстоянку. И, вероятнее всего, в ближайшее время будет решаться вопрос о снятии его транспортного средства с регистрации, так как машина не соответствует техническому регламенту. 59-летняя женщина пострадала, попав под колеса автобуса 5-го маршрута. Наезд произошел сегодня на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева. Со слов очевидцев, пенсионерка начала переходить дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В тот момент автобус проезжал перекресток на мигающий желтый. Чем все обернулось, для пенсионерки знает Елена Веселова. У женщины был пакетик на руке, уже на земле валялись и все. Фазлиддин Усманов, кондуктор того самого автобуса 5-го маршрута, который сбил пенсионерку на перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина. По словам молодого человека, сам момент наезда он не видел. Помнит лишь резкое торможение, после чего женщина оказалась под колесами общественного транспорта. Как все произошло, рассказал водитель. Должна была мне пропустить, потом проехать. А в больницу не забирали ее? Не, она не надо, сказала, поэтому. Мужчина объяснил, что выехал на перекресток уже на мигающий желтый сигнал светофора. Спустя секунду загорелся зеленый для пешеходов, и 59-летняя женщина стала переходить дорогу. По сторонам, предполагает водитель автобуса, она не посмотрела. Заметив пенсионерку, мужчина пытался затормозить, но законы физики обмануть не удалось. Многотонная машина остановилась не сразу. Пострадала? Не так уж. Руки. К счастью, женщина не получила серьезных травм. Она ударилась о боковое зеркало автобуса. На место прибыли медики, но от госпитализации пенсионерка отказалась. Не пострадали и пассажиры общественного транспорта. И никто не пострадал, все было нормально. Нет. Автоинспекторы решили проверить водителя на наличие алкоголя в крови. Дуй. Все. Идет анализ.
по нулям виде. Оказалось, что за руль он сел совершенно трезвым. Вероятнее всего, мужчину признают виновником. Только какую ответственность он понесет, станет известно после завершения административного расследования. Елена Веселова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Трактор опрокинулся на бок после столкновения с автомобилем «Газель». Авария произошла на трассе М7. Очевидцы запечатлели все это на свои мобильные телефоны. На кадрах видно, что «Газель» после столкновения выехала на встречную полосу и врезалась в ограждение. Причины произошедшего устанавливаются. Крупная авария произошла вечером на пересечении улиц Мусина и Читаева. Серьезно пострадали два автомобиля «Вольво» и «Тойота». Последний после удара вылетел с дороги и, пробив металлические ограждения, едва не задел многочисленных пешеходов. Подробности в материале Алии Хайрудиновой. Кого увезли, кто пострадал? Он один. Возможно, благодаря отсутствию пассажиров в «Тойоте» в аварии не было пострадавших. У иномарки была сильно смята вся правая часть. От удара японский автомобиль вылетел с дороги, пробил ограждение и едва не задел пешеходов. Какая была скорость у обеих машин, остается только догадываться. Это сюда уже приезжал почти. Он его догнал. На месте аварии собрались десятки прохожих. По их рассказам, «Вольво» двигалась по улице Мусина, тогда как вторая машина по Читаева. Авария произошла, когда «Тойота» уже почти проехала перекресток. Участники же аварии от комментариев отказались. Можете не снимать, пожалуйста. Автоинспекторам еще предстоит выяснить всю картину произошедшего. Оба же автомобиля покинули место происшествия лишь с помощью эвакуатора. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Ушел на рыбалку и не вернулся. 16-летнего подростка утонувшим обнаружили родственники. Трагедия произошла в озере Долгое в Нижнекамском районе. Полицейским сообщили, что мальчик ушел с друзьями ловить рыбу и перестал выходить на связь. Его тело передали правоохранительным органам. Что стало причиной трагедии, на данный момент неизвестно. Спасли 9-летнего ребенка от отравления продуктами горения. Сообщение о пожаре в Автограде поступило в 3 часа ночи. Очевидцы рассказали, что горит квартира в одной из многоэтажек на Цветочном бульваре. Пожарные за считанные минуты потушили огонь на площади 4 квадратных метров и спасли мальчика, живущего этажом выше. Также были эвакуированы еще 8 человек. Причины возгорания устанавливаются. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.